Правительство Коми за сохранение Печорского речного училища. Такую позицию высказала зампред правительства региона Лариса Карачева на совещании с представителями Федерального агентства морского и речного транспорта, Министерства просвещения и Госуниверситета морского и речного флота. На заседании комиссии, которое прошло сегодня в видеоформате, обсудили планы федерального вуза по ликвидации филиала в Печоре, о чем правительство региона поставили перед фактом. Однако руководство республики не согласно с такой позицией. Вице-премьер пояснила, что стратегией социально-экономического развития Коми до 2035 года предусмотрено развитие водного транспорта как один из приоритетов. На совещании с федеральными структурами мы достигли договоренности, что представители Госуниверситета морского и речного флота приедут в Печору, где мы организуем встречу с коллективом училища, студентами, родителями, представителями руководства республики и города Печоры. Несмотря на то, что училище относится к федеральному вузу, его судьбу нельзя определять обособленно. Со своей стороны правительство республики подключилось к решению вопроса о будущем училища. Наша задача – выработать с федеральными коллегами совместное решение, которое позволит сохранить и профессиональные кадры, и возможность получать образование, связанное с речным флотом. Это училище единственное в Коми готовит специалистов для речного флота. Выпускники востребованы на рынке труда. Несмотря на рост перевозок пассажиров и грузов водным транспортом, в Коми уже есть дефицит кадров этого профиля. В адрес руководства университета направлено письмо с предложением сохранить училище в Печоре и расширить перечень подготовки специалистов на его базе. Такую позицию правительства Коми активно поддержали депутаты Государственного совета республики. Только за этот год было заявлено 61 вакансию на всевозможные специальности, которые обучает Печорское речное училище. Это и капитаны кораблей, и дизелисты, и специалисты, которые работают просто на корабле. То есть действительно достаточно большой спрос на эту категорию. Плюс мы понимаем, что никто не откладывает развитие и северно-широтного хода, и северного морского пути, и развитие шельфа, да, то есть возможность обучения специалистов, которые могут работать на добыче нефти и газа на шельфе, тоже очень важна. Напомним, на днях руководство Печорского речного училища сообщило педагогам и курсантам о возможной ликвидации филиала, после чего были записаны видеообращения от лица педагогов, курсантов и их родителей. Печорское речное училище – одно из старейших в республике, основано в 1935 году. Сегодня здесь учатся 120 курсантов в 8 учебных группах. Выпускники чаще всего решают остаться работать в родном городе и регионе.